Здравствуйте, Олег Несторович. Мы делаем эту серию интервью в преддверии 30-летия Победы на различные темы, которые не теряют своей актуальности, с экспертами, историками, философами, политологами, общественными деятелями. Сегодня мы хотели бы немного поговорить о том, что же такое все-таки был абхазо-грузинский конфликт, абхазо-грузинская война, или, как мы ее называем, Отечественная война народа Абхазии. И я знаю, что, конечно, это не тот вопрос, который нужно разъяснять здесь многим людям, особенно тем, которые знают, что такое наша история, были ее свидетелями и очевидцами, но растет новое, молодое, скажем так, поколение, а еще очень много людей этим интересуются вне Абхазии. Вот если ориентироваться на эту аудиторию, каковы были, на ваш взгляд, предпосылки войны и вообще конфликта? Во-первых, спасибо, что вы меня пригласили. А что касается вашего вопроса и ответа, конечно, Грузия давно собиралась присвоить Абхазию, завоевать Абхазию. Не обязательно силой. Уже во второй половине XIX века, после русско-кавказской войны и махаджирства, грузинская общественность ставит перед собой вопрос, кем заселить Абхазию. Эта статья, она была программного характера. Грузия хотела заселить территорию Абхазии, освободившуюся территорию Абхазии, грузинами, точнее говоря, грузин из Западной Грузии, поскольку здесь природные условия, климатические условия, сама земля и растительный мир, животный мир и так далее, они были близки, и особенно на берегу моря жить для здоровья человека небезопасно, это болотистые были места, и потому они предполагали заселить сюда мигрелов преимущественно и других грузин. Они хотели это сделать, потому что очень боялись, что если они не заселят территорию Абхазии грузинами, то русские заселят, а грузины боялись русского, и хотели они опередить. Но проблема заселения территории Абхазии стояла и перед Российской империей. Она хотела заселить их казаками, но казаки на Кавказе не смогли адаптироваться, не смогли приспособиться и выжить не могли. Тогда императору тоже вновь пришлось поставить перед собой этот вопрос, а кем же заселить эту территорию? И потому Российская империя пыталась заселить армянами из Турции, греками, собственно, и русскими и так далее, и так далее. Вот так это заселение шло. Но когда Российская империя пала, грузинская элита, политическая элита решила наконец-то решить эту проблему. И они в 18 году совершили вооруженную агрессию при поддержке стран Антанты. Это было до советизации Абхазии. И тогда грузинские войска, которые здесь чинили террор, грузинские войска были изгнаны с территории Абхазии. Но Грузия и в советское время не оставляла, не забывала о том, что проблему Абхазии надо решать. И когда, тем более, когда советская власть восстановилась в Абхазии, когда Абхазия была не просто автономной республикой, а союзной республикой, и когда Абхазия стала достаточно самостоятельной, суверенной, во главе стояли люди очень трезвые, очень авторитетные, не только на территории Абхазии, в масштабе Грузии, в масштабе Советского Союза. Это ведь Ленин принимал Ефрема Алексеевича Эшба, чтобы он возглавил делегацию в Турции. Это же не случайно. И более того, значит, среди подписавших образование Советского Союза был и абхаз Акиртава. Он подписал независимость, то есть что Абхазия входит в состав СССР
в качестве союзной республики, а не автономной. То есть Абхазия не вошла в состав Грузии, а в состав СССР она вошла. Но потом были Сталин и Берия. Да, но потом уже, когда Сталин и Берия руководили Советским Союзом, конечно, эта программа выполнялась в другом ракурсе. В каком ракурсе? Вооруженную агрессию против Абхазии Грузия не могла позволить себе в советской системе. Ну вот Берия нашел механизмы, по которым можно справиться и расправиться с абхазским народом. Террор, убийства, аресты и так далее, и так далее. Значит, мы это знаем. Но дело-то в том, что после 1937 года, 30-х годов, репрессий, Абхазия процветала во всех отношениях, в социально-экономическом и прочем. Наука развивается, образование развивается, дороги строятся. ГЭСы строились тогда, ГЭСы. Лакоба строил электростанции. Значит, Абхазия развивалась, она была независима. Абхазия, кстати говоря, Нестор Лакоба был в хороших отношениях со Сталиным. Сталин считался с ним. Но Берия, конечно, как бы вел подковерные всякие игры. И что хочу сказать, в 40-е, 50-е особенно годы, 60-е годы, значит, Абхазия стала вновь возрождаться. Возрождается в первую очередь в Абхазии интеллигенция. Она была фактически в 30-е годы, абхазский народ был обезглавлен. Всю наиболее элитную часть была ликвидирована. А вот в 50-е годы, 60-е годы вот эта элита вновь начинает возрождаться. Это, конечно, грузинам не нравилось. Значит, они думали, что если элиту уберут, с народом легче справиться. А теперь элита есть, что делать? И вот они экономические, социальные, политические, всякие, значит, методы, ресурсы использовали для того, чтобы Абхазию держать в оковах. Значит, коль скоро убирать элиту не могут, они, население здесь, заводы открывают, фабрики открывают, инфраструктуру экономическую разного рода открывают для того, чтобы переселить грузин сюда. Численность населения, численность грузин в Абхазии постоянно растет. А доля абхазского народа постоянно снижается. Во время Советского Союза. Во время Советского Союза это снижалось. И потому, собственно, возникали противоречия между грузинами и абхазами. Это постоянно на повестке дня была вот эта проблема взаимоотношений и у абхазов, и у грузин. И так вот Советский Союз распал. И Грузия этим воспользовалась. Но опережая ваш следующий вопрос, тут же я скажу, чтобы время выиграть. У нас сложился такой стандарт, что когда Советского Союза не стало, Грузия воспользовалась этим моментом и совершила вооруженную агрессию. Это, конечно, правильно, но недостаточно такая формулировка. Почему? А потому что Грузия еще и тогда не была столь суверенной, столь самостоятельной и столь смелой, чтобы совершить агрессию, вооруженную агрессию, не имея на то волю хозяев Грузии. Грузии не было суверенной такой, значит. Значит, Шеварднадзе должен был иметь разрешение в первую очередь со стороны Запада, а во вторую очередь со стороны руководства России. Не случайно накануне войны 14 августа, которая началась вот 14 августа 1992 года, перед этим Шеварднадзе и Ельцин встречались. И там они определили свои действия. И война должна была начаться в пятницу, а в понедельник грузинские войска должны были стоять на реке Псо, охраняя грузинскую границу
а с другой стороны российскую границу. То есть, по большому счету, они какой-то блицкриг, да, такой планировали? Потому что это было опасно и для России, и для Грузии, и для вашингтонских руководителей, потому что хотелось эти проблемы решить как можно быстрее и безболезненнее. Вашингтону это нужно было, эта война нужна была для того, чтобы вытеснить Россию из Южного Кавказа. Вот в чем дело. Олег Несторович, это очень интересно. Спасибо, что вы ответили на этот вопрос. У очень многих людей есть все-таки рассуждение по тому вопросу, все-таки была ли какая-либо возможность избежать эту войну? Вот, исходя из того, что вы говорите, мне кажется, это было маловероятно, правда? Вы знаете, да, никакой такой возможности не было. Без войны обойтись нельзя было. Мы не имели таких рычагов, таких возможностей, таких способностей мы не имели. На нас могли напасть. Да и Грузия тоже не имела. Международные события так бурно развивались. Более того, существовавший двуполярный мир разбился, разрушился. Теперь формируется однополярный мир. Все, что в Абхазии происходило, в Грузии происходило и в Советском Союзе происходило, это происходило вообще в мире, особенно в западном мире. И в этих условиях Грузия тоже была такой же зависимой, как и мы. А каковы были, на ваш взгляд, вот не будем говорить о самой войне, но если рассуждать, скажем так, о ее политических последствиях, каковы они были? Скажу вам так, что в 20 веке, кстати говоря, наш народ совершил дважды героический подвиг, имеющий историческое значение. Это 18, 19, 20 годы, когда меньшевики господствовали, и абхазы прогнали их, выгнали из Абхазии. Второй раз, вот это наша война, свидетелями которой мы были. Мы войну совершили. Дважды абхазский народ совершил героический подвиг. Это историческое событие. Такой малочисленный маленький народ дважды выигрывает войны. Дважды нападают, и оба раза, значит, этот народ выигрывает. Это события, которыми мы вправе гордиться. И наше молодое поколение, к великому сожалению, которое формируется как бы не чуть ли вне нашей истории. Наша история, я не историк, но какие-то элементарные знания, и причем знания, соответствующие действительности, не выдумка. А сейчас очень много разных версий существует и в истории, в науке, в политике, где хотите. А здесь важно знать о том, что это на самом деле такой героический подвиг, которым мы вправе гордиться. И мы должны формировать подрастающее поколение о том, что вот ваши предки, как жили в 20 веке. Соответственно, этим, если мы будем жить, вот наши традиции, наше самосознание, если восстановить, тогда, естественно, конечно, мы будем выглядеть совершенно иначе. На ваш взгляд, вот сегодня, когда очень многие люди вне Абхазии, я, например, часто слышу это от россиян, когда они говорят о том, что война, вот была война, они почему-то думают и вспоминают о 2008 году, о событиях, которые вот произошли в Южной Осетии. Как вам вообще кажется, насколько трансформировался вообще этот конфликт и его восприятие после 2008 года, после признания, вот что поменялось? Конечно, победа в войне – это чрезвычайно важный фактор, не только политический, но и в правовом плане. Чрезвычайно важный фактор, что фактор давал и России признавать независимость Абхазии от Грузии. Этот фактор помогал. Дело в том, что интересы Абхазии и России совпадали. Интересы России и Грузии не совпадали и не совпадают. Вот, то есть Россия признала независимость Абхазии не просто из-за любви к нам с вами, а просто из, собственно, российских интересов, геополитических интересов.
в этом российском геополитическом мире и Абхазия. Дело-то в том, что Абхазия занимает в геополитическом плане очень важное место. России это место тоже нужно очень. Не столько, например, скажем, вот эти курортную сферу, апартаменты и прочее, и так далее, о которых речь идет сегодня в обществе, и так далее, сколько Россия нуждается в Абхазии с точки зрения ее геополитических интересов. Это очень важное место. Почему? Потому что Россия, будучи великой державой, не может испытывать угрозы. То есть мир устроен так, что государства взаимодействуют, и при этом эти государства же, их интересы полностью далеко не всегда совпадают, потому что мир находится в процессе изменения. Понимаете, вот сегодня же, мы же с вами видим сегодня, что происходит в мире. Как эта конфигурация, как эта архитектура, как меняется мироустройство, как меняется на наших с вами глазах, меняется, и это не может не задеть нас. Мы в этих условиях живем. Хотя мы хотим абстрагироваться от внешнего мира и сосредоточить себя в своем собственном мире, но сделать это нам не удастся. Мы должны считаться, что же вокруг нас происходит, и сообразно этому строить свои действия. Как раз по поводу этого, как вам кажется, вот как я читала вашу статью, которую вы писали несколько лет назад, о возможных перспективах урегулирования абхазо-грузинского конфликта, даже о дефиниции вообще понятия урегулирования, о планах, которые предлагались различными дипломатами и политиками. Как вам кажется, что сейчас вообще с этим происходит? С одной стороны, и Абхазия, и грузинское общество, и абхазское общество нуждаются, имеют потребность общения друг с другом. Они наши соседи, а мы их соседи. Мы не можем находиться в вечной вражде. Мы должны искать какие-то возможные варианты для того, чтобы наладить отношения с ними. Но если мы налаживаем отношения с ними, то такое отношение могут строить субъекты равноправные. А если я не равноправен вам, вы обладаете большими правами, то я не могу искать к вам и строить какие-то иллюзии по отношению к вам. То есть, с одной стороны, это естественная потребность народов, когда они живут в одном и том же регионе, независимо от того, что там река может разделять, или еще какие-то природные факторы могут разделять их и так далее, но они вместе. Между нами никто другой не живет. Значит, если мы рассчитываем на перспективу, то мы должны думать, как это наладить отношения с ними. Вот что я имею в виду, когда об этом говорю. Но налаживание отношений с Грузией не зависит, тоже в первую очередь не зависит ни от нас, ни от грузин. Это зависит от того, какая будет ситуация на Южном Кавказе. Вы же видите, как сейчас идет война на территорию Карабаха? Да не шла она, теперь уже изменяется там ситуация. То же самое, то есть на Южном Кавказе ситуация меняется в связи с тем, что в мире она меняется. Ситуация эта может меняться и на Северном Кавказе. Ситуация может меняться и в России. Значит, все эти факторы должны быть аккумулированы в нашем сознании для того, чтобы выстраивать. Каждый раз мы должны мобильно выстраивать свое отношение к окружающему миру. И потому чрезвычайно важно понимание, что происходит вокруг нас. Олег Несторович, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы.